Здравствуйте, уважаемая комиссия. Мы ученики 11 класса МБО СОЖ номер 1 Миринского УЛУСа Черепанов Максим. Из Вегинцев Ростислав. Хотим представить вам свой исследовательский проект на тему образовательный кредит в России. Наш руководитель Дубровина Лариса Юрьевна, учитель истории обществознания. Новизна работы заключается в том, что вопрос в том, каким кредитом выгоднее воспользоваться для оплаты образования, нами рассматривается с точки зрения математического сравнения, что раньше старшеклассники нашей школы не делали. Актуальность данной работы заключается в том, что в наше время многие абитуриенты не могут позволить себе платное образование, и нами был рассмотрен вопрос решения данной проблемы. В данной работе выработаны рекомендации для тех, кто в будущем планирует воспользоваться услугами банка для получения образования. Объект исследования – это потребительские образовательные кредиты. Предмет исследования – условия предоставления потребительского и образовательного кредитов в разных банках. Цель исследования. На основе систематизации отобранного материала осуществить выбор наиболее выгодного кредита на получение образования. Задача исследования. Собрать и изучить информацию о потребительском и образовательных кредитах. Выполнить расчет по возврату кредита и погашению процентов. Провести сравнительный анализ полученных данных, а также условий выдачи и возврата кредитов. Сделать выводы о том, какой кредит будет выгоднее взять студенту. Выработать рекомендации для будущих абитуриентов. Мы предполагаем, что для абитуриентов образовательный кредит будет намного выгоднее потребительского за счет условий его предоставления. Наши методы исследования – это опрос, поисковый метод, аналитический метод сравнения, описание и математический метод. Что такое потребительский кредит? Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый непосредственно гражданам для приобретения предметов образования. Потребительский кредит делится на 4 части. На неотложенные нужды, то есть на материальные блага человека, автокредит, пенсионный кредит и доверительный кредит. Конечно, нас больше интересует кредит на неотложенные нужды, потому что это возможность приобрести что-то необходимое, в нашем случае образование, не предоставляя отчета о целевом использовании средств. Выдается кредит на неотложенные нужды сроком до 5 лет по 19% годовых. При взятии потребительского кредита на неотложенные нужды сроком на 5 лет 60 месяцев в размере 100 тысяч рублей мы отдаем 153 553 рубля. Переплата за 5 лет составляет 53 553 рубля. На наш взгляд, это очень большая сумма. Нюансы и особенности кредита на образование. Нюансы. Ограничения, связанные с оформлением. Требовательность финансовых организаций к выбранному вузу и специальности. Требования банка к предоставлению залога. Не обязательно. Значительные траты для заемщика в случае расторжения или изменения условий договора. Переплаты за обучение, связанные с выплатой процентов по кредиту. Присутствие отсрочки и в погашении и льготный период. Особенности. Очень сильные колебания процентных ставок. Большие суммы кредитов позволяют оплатить обучение в престижных российских и зарубежных вузах. Кредиты доступны даже несовершеннолетним. Возможность привлечения созаемщика увеличивает доступную сумму кредита. Наличие отсрочки выплаты основного долга от 5 до 10 лет. Действующие государственные субсидии позволяют увеличить отсрочку и снизить процентную ставку. По результатам опросов среди учеников 10-11 класса, знаете ли вы, что такое кредит на образование, большинство ответило нет. Планируете ли вы получать платное образование? Большинство из учащихся ответило да. И как вы думаете, сможете ли вы себе позволить платное образование? Большинство также ответило нет. Образовательный кредит в банке ВТБ. Без поручительства. Валюта рубли. Минимальная ставка 11%. Максимальная сумма до 3 миллионов 600 тысяч. Максимальный срок до 5 лет. Комиссии нет. Особенности. Обеспечение не требуется. Подтверждение дохода требуется. Под поручительство. В основном идут все те же пункты, только минимальная ставка 10% и особенности. Это требуется обеспечение и подтверждение дохода тоже требуется. Образовательный кредит в банке Почта Банк. Валюта рубли. Процентная ставка 9,9 годовых. Максимальная сумма кредита от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. Срок кредита не более 10 лет с периода окончания обучения. Комиссия за выдачу кредита. Единовременное автопогашение, единовременное меняя дату платежа. Обеспечение по кредиту не требуется. Страхование без страхования. Дополнительные условия факта обучения подтверждается предоставлением соответствующей справки из образовательного учреждения. Образовательный кредит в банке Сбербанк. Валюта рубли. Процентная ставка 8,79 годовых. Максимальная сумма кредита соответствует стоимости обучения. Платежеспособность заемщика не учитывается. Максимальная сумма до 3 миллионов рублей.
Срок кредита. Срок обучения увеличен на 3 месяца плюс 10 лет, отведенный на погашение кредита. Комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспечение по кредиту не требуется. Страхование не требуется, дополнительные условия, факт обучения подтверждается предоставлением соответствующей справки из образовательного учреждения. Расчет кредита в банке ВТБ. Без поручительства сумма переплат составила 33 443 рубля. Под поручительство сумма переплат составила 130 402 рубля. Расчет кредита в банке Почта Банк, сумма переплат составила 130 098 рублей. Расчет кредита в Сбербанке, сумма переплат составила 126 724 рубля. Вывод. В нашей работе мы рассмотрели вопрос оплаты за обучение в высшем учебном учреждении. С этой целью нами были изучены два возможных для нас кредита: потребительский на неотложные нужды, образовательный, и 3 банка: ВТБ, Почта Банк и Сбербанк. Мы изучили условия кредитования, выполнили необходимые расчеты, сделали вывод. Гипотеза исследования подтвердилась. Наиболее экономически выгодным является образовательный кредит за счет условий его предоставления. Образовательный кредит в Сбербанк оказался, на наш взгляд, самым выгодным из всех предоставленных. Наши практические рекомендации для будущих абитуриентов. Если абитуриентам предстоит воспользоваться платными условиями обучения, то им выгоднее оформить образовательный кредит. Он поможет им осуществить мечту получения достойного образования. Также им необходимо изучить вопросы кредитования. Для того, чтобы получить наиболее выгодный кредит, абитуриенты могут обратиться в созданную нами группу за консультацией по кредиту на образование.